ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 10:30. Гимназия иностранных языков. Конкурс проектных работ для младших школьников. Это детище методиста по начальным классам Тамары Брюшковой. А начиналось все с конкурса исследовательских работ для начальной школы. Затем подключились дошкольные учреждения и 5 и 9 классы. Проектное движение началось несколько позже и на деле оказалось сложнее. Поэтому в первую очередь жюри оценивает отличие проектов от исследований. Наличие проблемы. Если проблемы нет, то это не проектная работа, это будет творческая работа. К сожалению, пока до сих пор вот такой глубины и понимания, отличия одного от другого у самих педагогов пока еще не наступает. Но очень жалко и обидно, если работа творческая, яркая, интересная, да, но она не будет проектной. Здесь главное правильно выдвинуть проблему и сформулировать методы ее решения. В результате проекта ребенок должен чему-то научиться. С этим все в порядке у первоклассника Игнатия и третьеклассницы Поликсении Юрченко, учащихся второй школы. Их проект «Зарядка для ума». Бич настоящего времени – вредные продукты. Дети рассказывают, чем можно их заменить, чтобы мозг работал. Зайди в кафе и заряди мозги, призывают ребята. Я буду рассказывать про блюда, которые сделали мои одноклассники, им про птиц. Мы не просто исследуем продукты и вещи, которые полезны для мозга, но и хотим создать соответственное кафе, в котором будут размещаться различные технические приборы. Это робот-официант, 3D-принтер и, соответственно, полезная еда. Сегодня на суд жюри представлено 8 работ из 6 учебных заведений города. В течение дня будут определены победители и призеры. Они, в свою очередь, отправятся на региональные конкурсы.